Всем привет, меня зовут Толя, и сейчас мы с вами поговорим о людях с нарушением слуха и разберем самые основные вопросы касаемо их. Итак, первый вопрос – это как же они общаются между собой. Они общаются между собой при помощи жестового языка. Он делится на два вида. Первый вид – это когда одним жестом показывают одно слово. Например, дом, мама, папа, бабушка, дедушка. И второй вид – это когда одним жестом показывают одну букву. Например, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё и так далее. И каждый жест, он означает определенную букву или же определенное слово. И так же, как в каждой стране есть свой собственный язык, у них есть свой собственный вариант жестового языка. Второй вопрос – это что кроме жестового языка может помочь неслышащему человеку при разговоре? Например, если вы хотите поговорить с человеком с нарушением слуха, вы можете написать свое предложение на телефоне или же на листочке бумаги. Или же, если человек плохо слышит, ему может помочь слуховой аппарат, который позволяет лучше слышать окружающий наш мир. Третий вопрос – это какие приспособления могут быть полезны для людей с нарушением слуха? Это субтитры в фильмах, в мультфильмах и других видеоматериалах. То есть человек, который не слышит, он может видеть, но не может понять, о чем идет речь. Поэтому они используют субтитры. Также это информационные табло в автовокзалах или же в аэропортах. То есть по ним человек определяется, куда и как ему идти. Вибро- и видеозвонки. То есть виброзвонки. Люди с нарушением слуха, они не смогут услышать уведомления, приходящие к нам в телефон. Зато они могут почувствовать вибрацию и таким образом понять, что к ним поступает либо звонок, либо сообщение. Видеозвонки – это чтобы общаться между собой на жестовом языке. И, конечно же, последнее. Мы хотим вам задать домашнее задание. Это найти в интернете алфавит жестового языка и записать на видео, как вы показываете свое фамилию, имя, отчество. Например, А, Н, Д, Р, О, С, О, В, А, Н, А, Т, О, Л, И. То есть таким вот образом. Всем спасибо и пока.